3 дорожно-транспортных здарэнні за мінулыя выхадныя адбылося на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. Ахвяр няма. 4 чалавекі атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. 23 июля около 3 часов 10 минут на автодороге М10 Кобрин-Гомель, граница Российской Федерации, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 38-летний житель Пинского района, управляя автомобилем марки Audi A4, двигаясь на 471 километре автодороги М10, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем МАН в составе с полуприцепом под управлением 22-летнего жителя города Бреста. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Audi, а также его 38-летняя пассажирка, находящаяся на заднем пассажирском сидении с травмами различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение. Также 23 июня около 2 часов 10 минут в деревне Вулька-Телеханская Ивацевичского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 18-летний местный житель, управляя мотоциклом марки Иж-Юпитер, двигаясь по улице Первомайской в районе дома номер 54, совершил наезд на лежащего на проезжей части 27-летнего односельчанина. После совершения ДТП водитель мотоцикла с места происшествия скрылся. Пешеход с травмами госпитализирован в Ивацевичскую центральную районную больницу. 2 пажары зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. Ахвяр таксама няма. Пашкоджана 2 пабудовы. Выратавальнікі выязджалі на дорожно-транспортное здарэнне. Пинским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Погодзагородская на трассе Н-205. Здесь столкнулись легковой автомобиль Рено Меган и автобус ПАС. В результате происшествия в автомобиле Рено был заблокирован водитель. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, передали медикам. Впоследствии его с травмами доставили в больницу. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 12, усяго 19. Жыхар Жабінкі ў нецвярозым стане паспрачаўся, што скок не з моста, а пары прайграў. Яго выратавалі супрацоўнікі милиции. Среагировал очень быстро участковый Жабинковского РОВД и в прямом смысле слова еле успел схватить так называемого нашего прыгуна за руку. Как выяснилось позже, молодым человеком оказался местный житель 1980 года рождения, который перед своим поступком распивал спиртные напитки вместе со своими друзьями, непосредственно под мостом. Когда молодого человека, скажем так, спасали сотрудники милиции, его компания, увидев происходящее, покинула его, оставив на произвол судьбы, при этом прихватив его личные вещи.